Антимонопольщики Коми потребовали обосновать повышение цен на бензин и дизтопливо. Ведомство запросило пакет необходимых документов от Ухтинского НПЗ и компании «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт». В свою очередь, Общественная палата республики еще неделю назад обратилась в УФАС с просьбой выяснить причины изменения ценников на заправках. Репортаж Евгения Ракина. С начала года бензин в Коми дорожал дважды. По данным мониторинга антимонопольной службы, повышение розничных цен в среднем составило 3,5%. Такой внезапный взлет цен не остался незамеченным. Жители Коми, в первую очередь автовладельцы, сразу же кинулись писать жалобы в Общественную палату Коми. Та, в свою очередь, потребовала разъяснений у антимонопольной службы, посчитав резкое подорожание топлива необоснованным. На наш взгляд, 3,5% – это очень высокий рост. За один месяц, да? За один месяц, который не может быть ничем обоснован. Да, у нас ураганов нет, заводы работают, то есть никаких чрезвычайных происшествий не происходило. И чем может быть вызвано такое повышение? Естественно, все эти вещи не могут не сказаться на благосостоянии граждан и, конечно, и беспокоит Общественную палату. Что будем делать дальше? Ну, ответ придет, посмотрим. Хотя я думаю, что и гражданам нужно быть активнее, отставить свою позицию не только через Общественную палату, но и обращениями в правительственные структуры, в органы государственной власти, законодательное собрание региона. В ответ на письмо Общественной палаты в управлении антимонопольной службы Коми заявили, нефтеотрасль находится на особом контроле. Ведомство еженедельно мониторит ценовую ситуацию. Так, за 2012 топливо оптом подорожало в среднем на 8,5%, а в розницу еще на 11%. В основном это связано с удорожанием сырья и транспортных расходов. Однако нарушений антимонопольного законодательства не зафиксировано. Впрочем, признаки нарушений со стороны Ухтинского завода надзорный орган все же усмотрел. В настоящее время проводится проверка. У Ухтинского НПЗ запрошены все необходимые документы, и по результатам анализа которых будут соответствующие выводы делаться. Кроме того, наблюдается уже рост бензина в этом году, у нас в январе. Да? Также, значит, у Лукойла Северо-Запад нефтепродукт запрошены документы. По представлению они будут проанализированы и будут сделаны соответствующие выводы. К слову, антимонопольщикам Коми удалось доказать завышенность цен на топливо в 2010-м. Правда, из-за долгих судебных разбирательств справедливость восторжествовала аж 2 года спустя. Между тем, очередное повышение цен на бензин эксперты прогнозируют уже в марте. Евгений Ракин, Олег Жуковский, телеканал Юрган.